Лебеди к нам плывут. А у тебя мытель? А, нет у меня. Я тебе доверяю, поэтому оставил. Это только так. Лебеди к нам плывут, прямо думают, что мы их покормим. И смотри, уточки какие ручные. Как же здесь превосходно. Это маленькие лебеди, которые выросли недавно, Вов. Будем надеяться, что они сейчас на нас не выскочат. Какие хорошенькие. Какая природа здесь, да, Вов? Да. Тихо-тихо. Я хорошо понял. Давай. Все, давай на связь. А вот этот вот, смотрите, птенец, у него дефект клюва от рождения. Да, моковку мою. Вообще семья очень большая. 9 птенцов. Это птенцы этого года. Ну, кушать охота. А папа и мама вот они белые. Держи. Это же Это место для них шведский стол. Видите, как они уверенно, моковка. да? Слишком уверенно. Вы просто держите, и они сами отщипнут. Они так не кушать сильно. хочет. Давай. Они потом песок промывают. Да, им вода нужна, лучше в песок не бросать. Вот Ой, этим... он меня укусил. Я никогда так лебедей близко не видела. Вообще никогда. Это же вот, ну... Бандиты. Окружают, видите? Окружают, давят характером, харизмой. Уточки тоже очень живо реагируют. Смотрите, как уточки. Обалдеть можно. Меня укусил лебедь первый раз в жизни. Гуси кусали, Здесь лебеди. даже 2 батона привезешь, и это все равно на 3 минуты. Да, конечно, это же... Так у них запрос. Ой, они друг другу шейку. Да, потому что доминируют, начинают выяснять отношения, кто сильнее, кто главнее, кто имеет первым к столу подойти. А еще у них запрос сильно увеличивается, они начинают уже полностью хлеб забирать. О, видите, трепет его? Трепет. Гоняет, все его трепет. Потому что он не может ответить за счет своего слабого клюва. Всем боится. Максим вообще, да? Я не хочу, чтобы я очень люблю. Ты моковка моя, да у меня нет нисё, нету нисё. Моковка моя, да, у тебя с клювиком тут проблема, да. И вот в Балтийске, Маковка если приехать, моя. там огромная колония, детский сад. Лебедей. Да. Сейчас немножко времени пройдет, родители начнут их бить. Чтобы они... Чтобы сами добывали еду. Вот. Красавчики какие. Вот они аккумулируются в эти детские сады, живут там еще 2 года, а потом уже взрослая птица и начинает создавать семьи. А они не улетают? Перестали улетать. А что улетит-то, если тепло? Что они, Тепло, дураки, тепло. Понимаете, да? Вот. Ну вот этот камышовый пояс, о котором я говорил слева и справа, здесь рыбаки пробили, сбрасывают лодки свои на рыбалку. Вон они, где-то мы подъезжали, вон рыбачок стоит, видите? Да, Точка. да, далеко. Да. И здесь много мусора, поэтому табличка там вот купаться запрещено, потому что можно пораниться. Но вот дальше, через 5 километров,
Я покажу это место. Заканчивается камышовый пояс косы и начинаются пляжики со стороны залива, песчаные. Они не такие широкие, как на море, но вот в чем уникальность косы. Лес косы обеспечивает ветровую защиту. Ветер с моря, там шторм, здесь штиль и тишина. Видите, как мы стоим, нам хорошо, комфортно, да? Отлично. Красота, чистейшая вода, ветра нет, Чистейшая. там все замечательно. Вода На чистейшая. море другая картина сейчас будет. Или ветер с залива. Здесь шторм, на море тишина. Вот и выбирай себе место для отдыха. Совершенно очень быстро по времени. Понимаете? Мальчикам поменял снасти, поплавки. Хочешь заливная рыбалка, пресная рыба, хочешь на море, морская рыбалка. Залив мелководный. И он же прогревается гораздо быстрее по сравнению с морем. Май, июнь, когда Балтика ледяная, в нее не залезешь. Многие на заливе загорают, купаются. Таким вот образом. Окружают, да. Утечка окружает. Вот этот вот далекий мыс, видите, напротив нас? Да. Это материковый берег, мыс острый, там очень высокий лес. И от нас до этого мыса по прямой 18 километров. Интересно. От мыса еще 18 туда вот плюсуем, 36 километров получается такая ширина залива. И если мы посмотрим сверху на залив, сейчас возьму какой-нибудь инструмент. Он же... Это шипуны, он предупреждает, папа. Видите, крылья? Да, оставил такой, я типа Он большой, думает, я палочка. могу тебя. Да, если собака прибежит, он на нее с крыльями, так это в общем. Ну, да, тут человек испугается, собака, конечно. Но у него и шея крупнее. Он хороший уже, матерый лебедь такой. Они ручные, Вов. Ну, не ручные, но очень близко. Слишком близко. Смотри, вон два катера к нам плывут, две утки. Как катера, смотри, прям Да, они рассекают опоздали. воду. Опоздали, опоздали. Так, удалось найти мне сегодня. Палочку. Есть, конечно, карта, но давайте я на песке нарисую немножко. Давай. Смотрите, вот так Зеленоград, который вам знаком. Да. Сверху мы, если смотрим на косу, ее тело очень саблевидное, изогнутость вот такая. Радиус этой изогнутости 300 километров. Ничего себе. Материковый залив, берег залива, который мы просматриваем, вот он, да, он образует очень выраженную каплевидную форму залива. Вот такая вот капелька. Даже треугольник прямо, понимаете? Вот так проходит граница с Литвой по косе, по заливу. И самое большое зеркало залива на российской стороне. Опять Здорово. контрольный пакет акций у нас. Мы проедем с вами границу, доедем до окончания косы и упираемся в пролив, который соединяет море и залив. Клайпедский. Вот здесь город Клайпеда. Мы с косы на материк через этот пролив только паромами. Мостов никаких нет, Клайпедское судоходство очень развито, там суда океанского класса, а автотрафик слабый и малые паромы, как горячие пирожки, туда-сюда. Видите, залив и море соединяются, но залив полностью пресный. Почему? С материка в залив впадает огромное количество рек, идет постоянная подпитка пресной водой, он опресняется, и более того, уровень воды, ведь ни одной реки из залива не вытекает, и уровень воды в заливе всегда выше, чем уровень воды в море. И этот уровень колеблется 10, 12, 15 сантиметров. Потому что, видите, совсем недавно сколько воды было? Да, да. Он всегда, вода туда-сюда, туда-сюда. Но всегда больше, чем в море, поэтому давление через пролив в сторону моря. Море в залив не попадает. Вот почему он полностью соленый. Но даже если бы море сюда попадало, откуда бы заливу взяться соленому, если вы же знаете, насколько слабосоленая Балтика? Вы же Ну купались. да, слабосоленая она, да. В 2,5 раза уступаем по солености Черному морю, в 150 раз Мертвому морю. И собаки наши, вы тоже наверняка видели это, когда побегают, Могут жажду свою попить утоляют спокойно. попить. Да, это я удивился этому, что Слабая соленость Балтики. А откуда такая слабая соленость моря? Чуть попозже я об этом вам расскажу. Ну вот такая вот идиллия. Вот там сидят на затопленном суденышке
группа черных птиц это бакланы. Мы их сегодня с вами еще увидим. Вижу. Но характерная очень поза этого баклана, он сидит вот так вот, расставив крылья. Интересно. Не обращали никогда внимания на Да. таких птиц, как кресты Да. черные? А знаете, почему так сидит? Почему? Единственная птица, которая не имеет копчиковой сальной железы. И он не способен защитить свое оперение от воды. Интересно. Сохнет, да? Да, потому что он обсыхают. великолепно ныряет за рыбой. Но Ага. когда намок, то он должен просушить свои перья. И он или на ветер, или на солнышко вот такими крестами. Эти все не намокают птицы. Вон они начинают, видите, себя обслуживать. Идет техрегламент. Смотрите, как он на одной лапе-то стоит, да? Да. Еще одна уникальность косы. Песок. Один квест, кстати говоря, водонапорные башни. Вот вы обратите внимание, во многих городах они сохранены, и вы не найдете ни одного повтора. Архитектура всегда разная. Немцы индивидуализировали эти постройки, и поэтому на свои фото можно собирать коллекцию из этих водонапорных башен. А песок это вот второй квест. Если погулять по разным берегам, походить по разным дюнам, можно собрать коллекцию из 20 цветов песка. Ничего Белый, себе. желтый, серый, Черный. черный, Красный. фиолетовый. Вот он прямо перед нами, фиолетовый, обратите внимание. А, вот это? Ну, конечно. Вот он, на срезе, видите? Он просто мокрый и плохо читается. Вот, вот фиолетовый. видите? Точно, фиолетовый песок. Я сейчас соберу себе коллекцию. Его, когда просушите, он вообще очень хорошо читается. Я сейчас принесу, у меня есть сухой. Здорово. Так, набираем песок.